Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И в начале коротко о главном. Более 4 часов прямого общения. Все те обязательства и слова обещания, которые мы говорим, мы будем сдерживать. Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной раз ответил на вопросы жителей республики. Практика показывает, что после предыдущих линий какие-то вопросы решаются в течение 1-2 дней, какие-то в течение недели, ну а на некоторые требуется год и даже больше. В список всемирного наследия ЮНЕСКО планирует включить новые объекты на территории Башкортостана. Давайте будем думать о том, чтобы сделать заявку серийной, пусть это и потребует больше времени. Высокий титул могут получить и традиционные башкирские промыслы. В список всемирного сельскохозяйственного наследия может войти бортевое пчеловодство. Эта республиканская заявка в данный момент дорабатывается. Высокий статус может быть присвоен уже в текущем году. Башкортостан во второй раз принял эстафету всероссийской акции «Онкопатруль». Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза. Лучшие онкологи страны оценили уровень развития башкирской медицины. Действительно, мы видим увеличение продолжительности жизни пациентов Республики Башкортостан и уменьшение смертности. Первое место на континентальных соревнованиях. Поздравляем победительницу первенства Европы, мастера спорта международного класса Азалию Аминеву. После золотой медали на первенстве Европы Азалия Аминева готовится к новым победам на ринге. Восстановлюсь и начинаем тренироваться, уже готовиться к чемпионату России. Также будут хорошие тренировки, плодотворные. Одно из главных политических событий не то что недели, года – прямая линия с главой Башкортостана. В этом году она длилась почти 4,5 часа. Поступило более 8,5 тысяч обращений жителей. Специалисты уже начали готовить ответы на каждое обращение. От точечных проблем до глобальных и личных. Затронули тему фейков, судьбу чиновников под следствием, налеты беспилотников и экономическое будущее региона. Мой коллега Артур Шамсудинов подробнее расскажет о части озвученных вопросов и сложностях, которых приходилось проводить нынешние мероприятия. На месте находится корреспондент БСТ Даниль Байков. Даниль. Добрый вечер, Ради Фаритович. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в селе Михайловка Авнилиловского района. Включение из разных концов республики – особенность прямой линии. Но впервые в этом году у выездных студий был серьезный риск так и не выйти в эфир. Причина – ограничения связи из-за атаки беспилотников. Да, неудобно, но на кону безопасность жителей, прокомментировал Ради Хабиров. Я приношу извинения, к сожалению, что вот такое происходит, потому что интернет – это не та штучка. Вот поймите, пожалуйста, что я вот так выключил, и интернет упал. Потом я включил, и он появился. Нет, пережить надо это время, когда естественной частью нашей жизни будут вот такие вещи. А как вы хотите или как мы хотим, если твоя страна воюет? Но мы же в Республике Башкортостан не милитаризируем ничего. Мне там разные, там некоторые там выходят, говорят, люди, как могут люди в ресторанах сидеть или там и так далее. Пусть сидят в ресторанах. Но главное, выполняют свою задачу. Каждый должен выполнять. Вот мы парней смотрели, они на войне, они свою задачу выполняют. А мы свою задачу. По словам Радия Хабирова, за последнее время Башкортостан сильно продвинулся в деле противодействия атакам с воздуха. Вы знаете, что у нас есть теперь система радиолокационного отслеживания. И мы точно знаем, когда и что нам летит. Мы располагаем панцирями, наиболее эффективным способом уничтожения. Мы располагаем зенитными орудиями, то есть тоже достаточно. Мы располагаем автоматическим оружием, пулеметами, автоматами и гладкоствольным оружием. Наряду с глобальными не менее остро жителей волновали, что называется, точечные проблемы на местах, в особенности дороги. По каждому озвученному обращению Ради Хабиров давал поручения профильным ведомствам. Обращаемся к вам в связи с плачевным состоянием нашей дороги, соединяющей Аскинский район и Татышлинский район. Дорога пришла в негодность в связи с постройкой дороги М-12. Большие грузные автомобили
разбили эту дорогу. Минтранс тоже, значит, дорогу обозначите, и фонящие дороги, через фонящие дороги в рамках тех денег, которые мы будем отправлять вот именно на восстановление по итогам стройки М-12. Сами жители верно подметили, дороги нередко портят многотонные фуры и самосвалы, которые зачастую сильно перегружены. За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями, штрафы от которых идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля в этом году соберут почти 1 миллиард рублей. А с камер фото и видеофиксации порядка 3 миллиардов. Вот это все. И падает дорожный фонд, все штрафы, и опять же мы отправляем на дороги. Вот чтобы это вы все понимали, что штрафы возвращаются. У нас, опять же, нет самоцели, по идее, штрафами там, людей там, измучить. Ездите нормально, и не будет штрафов тогда. Отвечая на вопрос бойцов из зоны СВО, Ради Хабиров поддержал ходатайство о присвоении звания Героя России военнослужащему из Салавата. Боец спас сослуживца, накрыв своим телом и лишившись при этом ноги. В целом, все, что касается спецоперации, для главы республики в приоритете. О чем он дал понять, комментируя возобновление стройки мечети Ар-Рахим. Бойцы задыхаются, просто только просят. Вот они просто отправьте нам FPV-дроны наши, уфимцы. Отправьте нам. И если у меня передо мной выбор будет заплатить, значит, каждый месяц я плачу 48 миллионов, значит, небюджетных средств на FPV, или эти 48 миллионов направить на мечеть, как вы думаете, что я выберу? Я выберу первое. И Всевышний меня простит и поймет, потому что я жизнь людей выбираю, в общем-то. Вот. Поэтому тут вот так. Слава Богу, пошло. И мне еще очень приятно, что мы одновременно начали мечеть делать и одновременно начали все-таки храм православный на российское делать в воскресенье. Тоже здорово, там Геннадий Иванович активно занимается. И ведь в столь сложных экономических условиях в республике не свернули ни один начатый проект. Просто некоторые, как выразился глава, передвинули вправо. Уже в следующем году планируют приступить к ремонту цирка. Также анонсировали обновление кинотеатра «Орион» в Демском районе Уфы и открытие кинотеатра «Победа» в Черниковке в следующем году. Жителям также показали цех, где уже идут работы по обновлению памятника Салавату Юлаеву. Эта деталь была отломана от основной части, художественной части плинта, именно коррозией, не людьми, и находилась под плинтом. Что же касается самой скульптуры, после реставрации она вернется именно в том виде, в котором ее задумал автор, в котором она встала впервые на свой постамент. Некоторые обращения Ради Хабиров выбирал лично. В ходе прямой линии он поставил задачу решить вопрос с необходимостью капитального ремонта детского реабилитационного центра в Туймазах. В самое ближайшее время, я до Нового года в Туймазах буду, заеду туда, и мы возьмем в работу. Потому что все, что касается реабилитационных центров для особенных детей, это наш приоритет. Даже одна решенная проблема уже говорит о полезном формате прямой линии. А здесь шанс получили многие из обращений. Речь идет о такой болезни, как лейкопластия. Хотим сказать, что обратите внимание на эту болезнь, так как всего один специалист у нас работает в республике. Примите конфиденциально данные. Оставьте, пожалуйста, вам завтра с Министерства здравоохранения позвонят, министры слышат, и, соответственно, окажется какую помощь. Впрочем, чиновники не стали дожидаться следующего дня. Как рассказали в Минздраве, уже в течение получаса с женщиной связалась заместитель министра. Принято решение пересмотреть маршрутизацию пациентов, а также провести дополнительное обучение специалистов по данному заболеванию. Я нейросеть, и у меня тоже есть вопрос. Как я могу пригодиться республике, и как вы относитесь, когда генерируют фейки про вас? Пожалуй, самый необычный и вроде бы немного шуточный вопрос, но тема серьезная. Глава республики прокомментировал в том числе и многочисленные вбросы недоброжелателей о скорой своей отставке и членов его команды. Слухи пускают уже который год. Российский обычай, или, не знаю, как хотите, башкирский, кого-то все время провожают. Вообще это такой, я уже как-то говорил, провожание кого-либо, это такой политтехнологический процесс, который направлен на дестабилизацию. Откровенно Ради Хабиров ответила на вопрос, соотносит ли он себя с каким-либо кланом. Я вам точно хочу сказать, что никакому клану я не принадлежу. Это, по-моему, и достаточно очевидно и так далее. Мне не надо суетиться ни перед кем и ни под чем. Я действую в интересах республики, и все. А если у меня возникают какие-то проблемы, я звоню президенту или обращаюсь к президенту и всегда получаю поддержку. Вопреки многочисленным слухам, Ради Хабиров опроверг информацию, что власти планируют продать предприятие «Башспирт». Также у правительства есть понимание, как вывести Башкиравтодор, которое едва не попало в руки рейдерам из долговой ямы.
В самом начале глава обозначил, что вопросов несколько тысяч, а ответит он максимум на несколько десятков. Все остальные после, и ни одно сообщение не останется без внимания. Практика показывает, что после предыдущих линий какие-то вопросы решаются в течение 1-2 дней, какие-то в течение недели, ну а на некоторые требуется год и даже больше. Республика, несмотря на трудности, поступательно движется вперед. Все макроэкономические показатели Башкортостана развиваются, и власти выполнят все поставленные перед ней обязательства. Такое ощущение, что у людей не было возможности просто передохнуть. Мы из ковида вышли и сразу вошли вот в эту тяжелую, долгую историю борьбы, значит, по сути, с коллективным Западом, защиты себя, нашего будущего. И мы живы, мы развиваемся, поэтому все будет хорошо, но надо много будет работать. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Не просто отчетная встреча с населением, а важный элемент управления в условиях внешней и внутренней нагрузки. Так прокомментировали прямую линию радио Хабирова политологи и общественные деятели. Они отметили концентрацию главы Башкортостана на основных задачах и что он хладнокровно и правдиво оценивает текущую ситуацию в регионе. Мнение экспертов по поводу прошедшей прямой линии в нашем следующем материале. Никаких неудобных вопросов. Глава республики полностью владел ситуацией и был готов к любому ответу. Вот один из главных выводов, сделанных экспертами по итогам прошедшей прямой линии. Прямой откровенный разговор, то есть когда глава республики не отказывается от острых вопросов, честно, откровенно, искренне на них отвечает. Это ведь главная цель, это формирует, во-первых, авторитет власти и доверие. Это был обстоятельный разговор с конкретными цифрами и без абстрактных обещаний, что очень важно для удержания инвестклимата и социальной стабильности в регионе, отмечают эксперты. Он всегда демонстрирует внешнюю уверенность. Это тоже показатель, в общем-то, сильного политического деятеля, человека, который управляет и не только республикой, регионом и своей командой, но управляет и собой, и своими эмоциями. И оперативно, достаточно быстро находит ответ на вопросы, владеет информацией, владеет статистикой. Прямая линия радио Хабирова вызвала большой интерес у населения, прежде всего своими принципами открытости, подчеркивают федеральные эксперты. За мероприятием они наблюдали в онлайн-режиме. Глава Башкортостана дал понять, что президентский формат для него свой. Этот формат подразумевает прямое общение с населением, отсутствие боязни острых вопросов и, самое главное, решение проблем, что называется, в прямом эфире. По мнению генерального директора Центра политической информации, Ради Хабиров продемонстрировал очень глубокую погруженность не только в проблемы региона, но и методики их разрешения. Интересно его отношение к будущему планированию. Признание, что строить долгосрочные прогнозы в современных условиях почти невозможно, звучит как признак политической зрелости. Вместо громких утопий он делает ставку на реализацию конкретных задач по стратегии «Башкортостан-2030». Это, безусловно, прагматичный подход зрелого руководителя крупнейшего в России региона. Ради Фаридович Хабиров довольно открыто говорит про существующие трудности, про тот же дефицит бюджета, про барьеры, с которыми Республика Башкортостан столкнулась после 2022 года. Но при этом власти, все уровни властей не снимают с себя никаких обязательств, касающихся именно социального обслуживания населения. И сюда уже включается и ЖКХ, и дорожное строительство, ну и все другие аспекты. В словах Ради Хабирова прозвучали несколько важных посылов, отмечают эксперты. Один из них – не надо паниковать. Глава региона подчеркнул, что республике предстоит тяжелый год. Но это не значит, что стоит унывать. Необходимо закатать рукава и работать, что позволит справиться со всеми трудностями. Руслан Батыргареев, Артур Шамсудинов, Виктор Меренков, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Ну а теперь авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафудинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Безусловно, главное политическое событие недели, и не только этой, прямая линия с Радием Хабировым. Уфа говорила и показывала 4 с лишним часа, десятки вопросов и ответов в прямом эфире, 8,5 тысяч обращений, тонны смыслов и мегаватты эмоций. Судя по обратной связи, которую получил лично я, так или иначе, целиком или отдельными кусками, прямую линию смотрели очень многие. Мнения разные, но так это и нормально.
Но всем без исключения импонирует честность и открытость Хабирова, с которой он обрисовал сложность текущего момента, приоритеты и прогнозы на ближайшее будущее. Это было очень по-мужски, без лукавства и неисполнимых обещаний. Следующий бюджетный год будет очень непростым, и входить в него лучше с ясным осознанием этого. Кто предупрежден, тот вооружен. Если говорить о главном впечатлении для меня изнутри, то это спокойная уверенность, с которой Хабиров говорил, и прежде всего о сложных вещах, например, беспилотной угрозе или бюджетном дефиците, без дрожи в голосе и тревожных интонаций. Даже когда приходилось говорить «нет» и объяснять почему. Действительно, надо иметь мужество сказать «нет», и для меня это одна из главных фраз прошедшей прямой линии. В этом и состоит бремя лидера – брать на себя нелегкий груз ответственности и сложных решений в заданных жестких обстоятельствах. Но при этом Хабиров объяснял, почему приходится говорить «нет», и твердо обещал вернуться к решению этих вопросов, как только появится возможность. Время расставлять приоритеты, что в первую очередь, а что может и подождать. Говорил Хабиров со знанием деталей даже там, где вроде бы их и не требуется от руководителя его уровня. И сразу понятно, у человека все под контролем. Он крепко держит штурвал веренного ему корабля. Прямая линия – это своего рода итоги года, как кардиограмма нашей общей жизни, если медицинским языком. Сразу видно, где пульс нормальный, а где сбоит, где болит, тахикардия, аритмия. Диапазон вопросов самый широкий, от глобальных до локальных. Жителей интересовало все, от темы специальной военной операции, мегапроектов и социально-экономического развития до коммунальных платежек, сельской дороги и освещения в подъезде. Многие из них, честно говоря, главам районов и ведомств надо решать на местах, не дожидаясь прямой линии и личных указаний главы. Но таковы уж наши реалии, что главную надежду люди возлагают на главу республики и ручное управление. Это был предметный, глубокий и честный разговор, и какие-то вещи глава Башкирии уже озвучивал ранее, в разных местах и отдельными фрагментами. Но в том и ценность формата прямой линии, чтобы сложить в одном месте и в одно время всю картину, собрать этот большой пазл из отдельных кусочков. Спасибо за высокое доверие быть внутри этого важного для всех действа. Дорогие друзья, у нашей общей кардиограммы пульс нормальный. Будем жить и работать. Другого не дано. До свидания. Берегите себя и своих близких. С вами был Руслан Шарафутдинов. Все будет хорошо. Список всемирного наследия ЮНЕСКО планирует включить новые объекты на территорию Башкортостана. Об этом сообщили на выездном заседании Комитета Республики по делам ЮНЕСКо, который провел глава региона на площадке визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ради Хабиров также поблагодарил ученых, благодаря которым этот год стал прорывным по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне. О планах и достигнутых успехах в репортаже Азат Садреева. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Событие мирового масштаба. Так эксперты прокомментировали решение международного сообщества о включении пещеры Шульганташ в список объектов всемирного наследия. Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, организации системы безопасности и мониторинга пещеры. Все это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям. На выездном заседании Комитета Республики по делам ЮНЕСКо Ради Хабиров отметил ключевые достижения региона по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне. Этот год действительно значимый. Все мы помним, это вот 3, по сути, победы, вернее 4, можно сказать. Это всемирное наследие Шульганташ, это новый геопарк Таратау, это кафедра ЮНЕСКО в УНИТе, признанная ЮНЕСКО, это тоже очень важное достижение. Ну и золотые гвозди, то, что я говорил, мне кажется, такой букет побед, причем они имеют международно-правовой характер. Вот в этих условиях это большое достижение.
Золотые гвозди были открыты на территории геопарка Таратау, и по ним теперь официально можно изучать историю развития жизни на Земле. В этом разрезе, как в миниатюре, почти 300 миллионов лет эволюции. Для специалистов настоящий клад информации. В ходе заседания участники рассказали также о новых объектах на территории региона, предлагаемых для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В первую очередь к ним относятся башкирские шиханы Таратау, Юрактау и Куштау. Самый главный, наверное, момент, который как раз-таки преследует Конвенция ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия, это сохранность объектов и территорий охраны. Охрана, консервация объектов. То есть шиханы, они сейчас находятся под защитой государства и получат еще дополнительную защиту. Башкортостан также может стать опорной площадкой сети российских геопарков ЮНЕСКо. Эту инициативу поддержал Ради Хабиров, отметив, что в республике есть успешный опыт организационной работы и методики продвижения объектов в международном пространстве. Помимо башкирских шиханов, в предварительный список всемирного наследия включен Воскресенский медиплавильный завод. Поддерживает этот культурный объект и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКо. Объединение тех объектов, которые располагаются в республике, которые являются частью этой горно-заводской цивилизации XVIII века, медиплавильные заводы. Давайте будем думать о том, чтобы сделать заявку серийной, пусть это и потребует больше времени, но это действительно, мне кажется, даст серьезный импульс для развития туристического потенциала этих территорий. Да? Соответственно, за туристом идет и экономическое развитие. И здесь сочетание, знаете ли, внешнеполитического престижа, авторитета и страны, и республики. Башкирские ученые и эксперты работают в непростых геополитических условиях, но и это не мешает добиваться мировых успехов, отметил Ради Хабиров. В период весьма напряженных отношений с Западом для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует. Я считаю, что это большое искусство в условиях, когда практически весь мир, коллективный Запад, по крайней мере, ополчился вот так, а мы, тем не менее, сотрудничаем и находим людей. В любом деле, в любом государстве все равно, скажем так, есть вменяемые политики, которые ясно понимают все-таки, что есть общечеловеческие интересы, есть общечеловеческое сотрудничество. И спасибо ЮНЕСКО, оно тоже подвержено всем этим влияниям, безусловно, из стороны Соединенных Штатов Америки, европейских стран, но тем не менее нам удается это делать. Большую поддержку в этом оказывает Министерство иностранных дел России. Но все же главное – это умение презентовать себя на мировом уровне. На примере Шульганташа можно сказать, что номинационные досье из Башкортостана составляются настолько грамотно и профессионально, что не вызывают вопросов у комиссии. Сейчас по тому же пути ведется работа по включению в список мирового наследия мавзолея Турахана. Здесь проделана очень большая работа, потому что в самом мавзолее проведена реставрационная работа, вокруг него создана туристическая инфраструктура по охране этого объекта, по его универсальной ценности, по его критериям. Полностью наши ученые его проанализировали, и у мавзолея Турахан есть большие шансы быть включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В список всемирного сельскохозяйственного наследия может войти бортевое пчеловодство. Это республиканская заявка в данный момент дорабатывается. Высокий статус может быть присвоен уже в текущем году. Если это произойдет, то башкирское бортевое пчеловодство станет первым таким номинантом в России. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Ринат Акбашев. Итоги недели. Чешминский район. На неделе в Башкортостане прошел 3-й Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Впервые для масштабного проекта выбрали региональную площадку. Такое решение не было случайным. В республике развитию этой молодой отрасли уделяет особое внимание. Башкортостан – единственный субъект в стране, в котором учрежден День креативных индустрий. На этой неделе, кроме того, утвердили новую премию для творческих людей. Заявки будут приниматься до 23 ноября. Тему продолжит Динар Таймасханова. Вас приветствует первая в Республике Башкортостан школа креативных индустрий города Стерлитамак. Название школы креативных индустрий говорит само за себя. Здесь дети бесплатно осваивают специальности будущего. Аниматоры, графиста, звукорежиссера, видеомонтажера. Направления они выбирают по желанию. После основных уроков уже в этой творческой школе строят по кирпичикам фундамент будущей карьеры. Данная территория креатива и творчества позволяет ребятам научиться работать с целым рядом программ, которые освещают аспекты 3D-моделирования, 3D-графики и 3D-анимации. Также
мы имеем возможность 3D-печати. Креативных школ в республике уже 3 – в Уфе, Стерлитамаке и Сибае. Учатся в них 600 детей. Башкортостан несколько лет назад в числе первых получил федеральную субсидию на создание этих пространств. И то, что регион стал первой площадкой для проведения Всероссийского съезда школ креативных индустрий, не случайно. Опыт уже есть, а главное, имеются уникальные наработки. В Башкортостане как раз сформировалась такая среда, где вот глава взял на себя большую роль в движении креативных индустрий. Появились локальные интересные лидеры, которые берут на себя роль раскручивания непосредственно через сообщество этой темы. И вот на этом стыке появилось много событий, одно из которых в том числе День креативных индустрий в регионе. У нас создан Совет креативных индустрий при главе республики. У нас работает фонд грантов именно для отрасли креативных индустрий. И я считаю, что прорабатывается 7 городов, муниципалитетов, которые будут, скажем так, пилотными и передовыми в области креативных индустрий. В Уфу приехали более 150 руководителей школ креативных индустрий со всей страны. Главная тема – как превратить знания учеников в реальные проекты, обменяться опытом и забрать домой новые кейсы. Очень интересно было послушать своих коллег из других регионов, как они работают, какими они практиками пользуются, их методические разработки, вообще все, что касается работы школ креативных индустрий, как другие люди работают, чтобы привнести это в свою работу. Вот это самое главное. Что такое креативные индустрии? Одежда, фильмы, музыка, компьютерные игры. Все, что создано интеллектом и талантом человека. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учрежден День креативных индустрий. Действует профильный совет во главе с руководителем республики и принят специальный закон о поддержке отрасли. То внимание, которое оказывает глава республики, в первую очередь руководство республики креативным индустриям, оно для нас очень ценно. И очень хотелось привести сюда преподавателей школ, руководителей школ, для того, чтобы они окунулись в этот опыт региона. И, по сути, индустрия была всегда, просто она не была должным образом упакована. К примеру, на прямой линии к Радию Хабирову обратились миякинские мастерицы с вопросом развития бренда. Башкирским паласом с национальным узором сотни лет. Но в современных реалиях они могут стать не просто элементом дизайна, а прибыльным делом. А сейчас формируется целая отрасль экономики. То есть вот эта вот трансформация, когда это становится от простого человеческого увлечения, которое не приносит ни прибыль, ничего, просто человек вот так, ему нравится это делать. Это идет трансформация, что это становится важной, достаточно капитала такой приносящей и приносящей прибыль сферы экономики. Вот это наша задача государства. И это мы делаем через меры поддержки креативной индустрии, создания кластеров, креативные часы и так далее и тому подобное. К слову, в регионе успешно развивается анимационный кластер, в который входят училище искусств, студия «Муха» и киностудия «Башкортостан». Реализованные проекты на больших экранах. Сейчас идет работа над анимацией полнометражного 3D-фильма «Потомки Салавата». Кластер тоже значимая часть креативных индустрий. Главное, что создана база, где обучают профессионалов по этому направлению. В 2021 году по инициативе главы Башкортостана открылась специальность анимация в Уфимском училище искусств. На базе училища искусств есть курс аниматоров, которые наши выпускники. В этом году первые выпускники, которые поступили учиться дальше. Кто-то пошел учиться, а кто-то... Все остальные трудоустроились, с удовольствием их руками, ногами забрали. Ажиотаж большой был в этом году, еще новый набор набрали. На неделе в республике стартовал прием заявок на соискание новой премии в отрасли креативных индустрий. До 23 ноября можно подать заявку, рассказать о себе, своей команде или реализованном творческом проекте. Если у вас есть проект, который вы уже реализовали, в одной из 16 креативных индустрий у вас есть команда, то, конечно, мы будем рады, если вы подадите свою заявку на премию, и компетентное экспертное жюри отберет самых лучших по 10 номинациям.
Некоторые участники с большим креативным опытом, некоторые делают только первые шаги в этом направлении. Однако неоспорим тот факт, что профессии, некогда далекие для нас, как звукорежиссура или продюсирование, стали доступными со школьной скамьи. Как отмечают спикеры мероприятия, креативить необходимо уже сегодня, чтобы в будущем мы жили совершенно в ином пространстве. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Количество IT-специалистов республики за последние 4 года увеличилось в 10 раз. Башкортостан стал домом для множества крупных компаний в сфере информационных технологий. 7-й раз в регионе проходит IT-конференция Уфа DevConf. Специалисты из разных уголков страны собрались обсудить волнующие темы, пообщаться с опытными спикерами. А власть и бизнес находят новые точки соприкосновения. В регионе действуют меры поддержки отрасли. Подробности далее. Пытаемся создать цифровой двойник для описания многофазного потока для нефтегазовой индустрии в рамках стратегического технологического проекта. На деле это еще сложнее, чем звучит. Екатерина Иванаевская, студентка УГНТУ, параллельно с учебой в магистратуре работает в молодежной лаборатории Евразийского НОЦ. Ее команда трудится над проектом для нефтегазовой отрасли. Приложение поможет при добыче на месторождениях, где образовываются многофазные потоки. Мы можем добывать как газ, так и жидкость. И эти процессы нам необходимо описывать, в какой момент у нас начинает выделяться жидкость из газового потока, при какой температуре, при каком давлении, какой при этом у нас состав имеет смесь, для того, чтобы добыть все самое важное и ничего не потерять. Нефтегазовой отрасли необходимо приложение для оценки запасов месторождения, их моделирования. Существует множество иностранных аналогов, но все это приложение закрытого типа, где начинка неизвестна. Поэтому наша задача – это сделать не то что импортозамещение, а импортную независимость в плане отечественного программного продукта, который позволит любому желающему, в принципе, в этой отрасли пользоваться кодом и программным продуктом в целом с возможность посмотреть под его, так скажем, капот. За последние 4 года количество IT-специалистов в республике выросло в 10 раз. Сообщество увеличивается, число компаний растет. В Уфе в 7-й раз проходит конференция Уфа DevConf, объединившая IT-специалистов из разных отраслей. Для них сеньор – это не испанский господин, а обозначение старшего разработчика, а фронтенд и бэкенд – не просто набор звуков, как для большинства. И причем здесь не только наша Уфа, не только даже наша Башкирия. У нас участники приезжают со всей России, и спикеры тоже со всей России. То есть это такой колоссальный обмен опыта для ребят. У нас республика очень многофункциональная. У нас все направления развиты, и у нас очень много компаний, и все IT-направления у нас представлены. За одним столом представители Минцифры республики и руководители крупных IT-компаний. Неформальный разговор о вопросах, волнующих сферу. Наверное, можно сказать, что республика отличается от всех остальных, что у нас горизонтальные связи с IT-сообществом. И это коммуникации, которые вне форумов не останавливаются. Это отдельный свой телеграм-канал, где мы общаемся напрямую, отвечая на все вопросы, быстро формируя какие-то новостные повестки, отвечая на вопросы. И это та экосистема, которая нас выделяет, и та, которая позволяет нам вместе двигаться вперед. За последние 4 года в республике появилось более 200 организаций, работающих в сфере IT. В регионе действуют меры поддержки компаний и их сотрудников. Так, специалисты могут рассчитывать на льготную ипотеку до 6% годовых. Никита Бахтияров работает IT-архитектором почти 12 лет. Выстраивает системы безопасности для промышленных компаний. Для меня это на самом деле по силам, учетом того, что если бы без льгот, я бы просто не смог бы оплачивать ставку. Главное, это, конечно, экономия средств и то, что я смог приобрести именно новую квартиру. В получасовую евродвушку Никиту с супругой заехали год назад. Ремонт делал своими руками. Основные работы уже закончены. Осталось доделать мелочи. Тоже вот супругу свою будущую тогда встретил, и нужно было где-то организовывать семейное гнездышко. Главный плюс в том, что чтобы я снимал квартиру, что я плачу ипотеку, одни и те же деньги выходят. В этом году IT-ипотекой уже воспользовались почти 230 специалистов. Главное условие – компания, в которой работает заемщик, должна быть аккредитована в Минцифры России. Программа льготной ипотеки рассчитана до 2030 года. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков, Руслан Галямов. Итоги недели.
На неделе Башкортостан во второй раз принял эстафету всероссийской акции «Онкопатруль». И цепочка мероприятий коснулась всех. Для врачей это возможность показать методику раннего обследования пациентов и перенять практики друг друга. Для будущих медиков получить ответ на вопрос из уст передовых хирургов-онкологов. А рабочие смогли пройти осмотры на местах в удобное время. И главное это то, что регион плотно взаимодействует с крупными федеральными центрами. Впервые наша республика приняла участие в онкопатруле в 2019-м. И именно в том году активно начала развиваться онкологическая служба. Важность проекта подчеркнул и глава Башкортостана Ради Хабиров на гражданском диалоге. Как в регионе прошла неделя под эгидой здоровья, расскажет Алия Альтубаева. Видно хорошо. Очень хорошо. В режиме онлайн-трансляции более сотни медиков Башкортостана наблюдали за манипуляциями столичных хирургов. Главный онколог Минздрава страны и врачи Республиканского клинического онкологического диспансера несколько часов оперировали пациента. Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза. Она включает в себя удаление мочевого пузыря, матки с придатками и всех прилегающих тканей. Выросла такая опухоль в шейке матки, которая проросла мочевой пузырь, фактически все те структуры, которые выводят мочу. То, что опухоль растет, как правило, в шейке матки, не в капсуле, поэтому вот в этом сложность. Для удержания урины создают специальный резервуар из тканей кишечника. И главная сложность операции, по словам онколога, именно в реконструкции органов, последующего восстановления и адаптации человека. Раньше такие вмешательства проводились крайне редко. Высокотехнологичные малоинвазивные операции на молочной железе, легком, желудке и пищеводе, резекция языка. Мастер-класс по лучевой диагностике, на котором разобрались 7 разных клинических случаев. На неделе наши врачи познакомились с разными методиками от специалистов ведущих центров страны. Сейчас хирургия молочной железы везде в мире полностью поменялась. И достаточно важное место заняла реконструкция молочной железы. Таким образом, онкологические хирурги одновременно стали и пластическими хирургами, то есть выполняют задачи пластических хирургов. Это все происходит одномоментно. Хоть в регионе уже проводилось большинство таких операций, башкирские онкологи внедряют новые техники в свою практику. Методика PIPEC для лечения метастазов по брюшине, так называемого перитонеального канцероматоза, как альтернатива HIPEC. Это тоже новая, это российская разработка, российская методика. Вот она тоже сегодня впервые будет выполнена в онкологическом диспансере у нас. И, возможно, она также станет на лечение наших пациентов. Башкортостан стал первым регионом, который присоединился к федеральному онкопатрулю в 2019 году. Тогда же в регионе и начала активно развиваться онкологическая служба. Это сохранение здоровья населения и снижение смертности от рака, благодаря его раннему выявлению и формированию здорового образа жизни. Диагностику прошли более 500 сотрудников башкирской содовой компании и предприятия «Салават-Стекло». В этом году к акции присоединилось Уфимское моторостроительное производственное объединение. Консультации и диагностику прошли свыше 600 человек. Действительно, мы видим увеличение продолжительности жизни пациентов Республики Башкортостан и уменьшение смертности и раннее выявление. Это все очень такие обязательные индикаторы качества любой службы, особенно онкологической. И здесь, конечно, мы видим, что работа идет большая. Не только потому, что тут работает, и поэтому тоже университет федеральный, который возглавляет Валентин Николаевич Павлов. Ну и, конечно, поддержка главы. Не каждый глава приглашает второй раз. Но как раз Ради Фаридовича мы с ним неоднократно обсуждали этот вопрос. На неделе внимание уделили будущему башкирской медицины. На просветительском семинаре студенты БГМУ задавали интересующие вопросы. А в Госсобрании республики участниками мероприятия стали федеральные и республиканские эксперты, депутаты, медицинские специалисты. К слову, во всем мире рак – одна из главных причин смертности людей. За последние 5 лет в регионе темп прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями составил свыше
свыше 36%. Но вместе с тем отмечается и снижение летальных случаев. Принимая участие в гражданском диалоге, руководитель Башкортостана отметил, что жителям доступны самые современные методы диагностики и лечения. Радиологическая служба республики нашего онкодиспансера – крупнейший центр лучевой терапии в России. В рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» закуплено более 400 единиц оборудования. Построен новый хирургический корпус онкодиспансера с поликлиникой и 6 хирургическими отделениями. В Уфе открыт республиканский центр детской онкологии, гематологии. С 2020 года число телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и специалистами республиканских учреждений выросло почти вдвое. В прошлом году их проведено более 60 тысяч. Регион задает высокую планку. Большое значение имеет именно прохождение диспансеризации. Для жителей отдаленных сел проводят акцию «Поезд здоровья». Только за прошлый год выявлено около 200 случаев рака. Каждый второй диагноз определяется на ранней стадии. Благодаря масштабной инициативе и планомерной работе передовые методы борьбы с онкозаболеваниями доходят и до обычных больниц. Шаг за шагом повышая качество лечения, осведомленность и озабоченность жителей республики о своем здоровье. Алия Альтубаева, Артур Хуснудинов, Рустам Галямов. Итоги недели. В России прошла неделя борьбы с диабетом. В Башкортостане в этом году по сравнению с прошлым заболеваемость выросла на 34%. Причем значительно помолодел диабет второго типа. Почему болезнь называют глобальной эпидемией современности и как можно ее предотвратить? В репортаже Анны Морозовой. Сынок, пора измерить сахар. С глюкометром и тест-полосками Арсений Макаренко в свои 11 лет управляется самостоятельно. И даже прокалывание пальца для мальчика уже не более чем каждодневная рутина. В среднем за сутки уровень сахара в крови он проверяет 8 раз. Проснулся, померил сахар, потом почистил зубы, приготовил завтрак. Перед тем, как завтракать, тоже померил сахар. Днем занялся своими делами, сахар через какое-то время померил. Потом снова занимаешься делами. Что с сыном что-то не так, родители поняли, когда ему было чуть больше 2 лет. Малыш плохо спал и постоянно хотел пить. Тогда они незамедлительно обратились в поликлинику, где ребенку провели все необходимые анализы. Диагноз сахарный диабет первого типа для семьи стал громом среди ясного неба. Наша жизнь разделилась на до и после, но мы не опускаем руки. И мы просто научились жить вместе с диабетом. Сейчас он уже подрос и потихонечку начинает уже сам чувствовать, сам контролировать. Главное – регулярно отслеживать уровень сахара. Сегодня для этой цели существует специальное приложение, но воспользоваться им можно только при наличии интернета. Жительница республики Ольга обратилась на прямую линию с Радием Хабировым и попросила его обеспечить стабильную работу приложения без сети. Глава региона просьбу поддержал. Вопрос, озвученный на прямой линии главы 11 ноября от жительницы республики по поводу возможности включения в белый список доступных ресурсов при ограничении интернета приложение мониторинга сахара взят в работу. Будем прорабатывать вопрос Минцифры Российской Федерации о возможности расширения перечня ресурсов. Сахарный диабет не приговор, а образ жизни со своими нюансами и особенностями. Узнать о них подробнее можно в школе диабета. Такие учебные центры уже 3-й год существуют на базе республиканских поликлиник. Бывают такие случаи, пациент не может очно присутствовать на школе диабета. У нас есть онлайн-программа, школа диабета, где также он может посмотреть все занятия и получить должный объем информации. Также на базе поликлиники номер 46 под руководством главного врача Кокиной Натальи Валерьевны был создан чат-бот, который называется «Твой диабет, твои правила». Этот чат-бот содержит в себе несколько разделов, начиная от профилактики сахарного диабета, заканчивая диагностикой, лечением и самопомощью. Сегодня в Башкортостане проживают более 152 тысяч человек с нарушением углеводного обмена. Свыше 1500 дети. Для них в школах, детских садах и лагерях предусмотрено индивидуальное питание. Родители детей приносят в школу стандартные формы справки. Министерство здравоохранения – это тоже уникальный опыт республики.
Утвержден алгоритм работы педиатра, они дают именно стандартизированную форму справки, и родители пишут заявление, прикладывают эту справку, и школа организовывает для них специализированное питание, соответствующее их состоянию здоровья. Питание играет важнейшую роль не только в вопросах лечения эндокринного заболевания, но и профилактики. На развитие диабета второго типа огромное влияние оказывает переизбыток простых углеводов в рационе. Так возникает инсулинорезистентность, или, говоря иначе, преддиабет. Но что делать тем, кто просто не может представить свою жизнь без десерта? Ведь, по словам экспертов, чрезмерную любовь к сладкому можно сравнить с табачной и даже наркотической зависимостью. Формируется она в среднем полгода, а значит и отказ от сахара вряд ли будет простым. Очень большую роль играет самодисциплина. Важно заменить легкие углеводы на сложные. Важно правильно делать перекусы. Перекусывать не чай с печенькой, как у нас это очень принято, не чай с конфеткой или с шоколадкой, а, допустим, перекусить фруктом, перекусить овощем. Если у вас, допустим, вы планируете скушать какой-то бутерброд, да, вы планируете съесть легкие углеводы, обязательно добавляйте сложные углеводы. То есть, если это бутерброд, допустим, просто хлеб с колбасой, добавьте туда листья салата, добавьте огурчик на этот ломтик хлеба, и это уже будет более полезный перекус. Также следует помнить, что не все продукты, которые считаются полезными или диетическими, являются ими на самом деле. Так, литровая пачка мультифруктового сока содержит в среднем 12 кубиков сахара. Не больше пользы и в диетической коле. К тому же, как говорят эндокринологи, у диеты нет ни праздников, ни выходных. А значит, следить за рационом важно постоянно. Половина порции – это должны быть сложные углеводы. Это как раз овощи. Здесь как раз написано, указано помидоры, капуста, огурцы, кабачки, все, что вы хотите. Но главное, что это овощи. В любом виде, в сыром, в термической обработке. Но они должны составлять половину порции. А белки, то есть тот белок, который вы хотите скушать, это мясо, творог, яйца, рыба, допустим, какие-то белковые продукты, они составляют четверть. И только четверть у нас это легкие углеводы. Лишний вес и недостаточная физическая активность – основные причины того, что сахарный диабет второго типа стремительно молодеет. Если раньше заболевание диагностировалось у людей среднего и пожилого возраста, то теперь все чаще оно встречается и среди молодежи. Причем многие недуги узнают уже на этапе серьезных осложнений. Высокий уровень глюкозы нарушает работу сосудов, нервной системы, почек и глаз. Давайте наверх. Сегодня диабет называют глобальной эпидемией современности. Только в республике по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла более чем на 30%. Чтобы избежать недуга, важно вести активный образ жизни и обязательно следить за сигналами организма. Повышенный аппетит, зуд, сильная жажда, учащенное мочеиспускание, проблемы со зрением и быстрая утомляемость – все это частые спутники сахарного диабета. А потому, если вы обнаружили у себя хотя бы один из этих симптомов, следует незамедлительно обратиться к врачу. Анна Морозова, Даниль Байков, Булат Садриев и Шамиль Каримов. Итоги недели. Башкирская спортсменка, победительница первенства Европы по боксу Азалия Аминева из Октябрьского заняла первое место на континентальных соревнованиях, которые прошли в Ереване. Теперь двукратной чемпионке России вскоре предстоит выступить в родных стенах. В конце ноября в Уфе стартует женский чемпионат России. Все подробности в сюжете Артема Котшева. Азалия Аминева уже давно не новое имя в российском боксе. Фамилия спортсменки, который год гремит и на международной арене. Воспитанница бокса города Октябрьский вернулась из Еревана, где на первенстве Европы среди девушек завоевала золотую медаль. В финале среди юниорок в категории до 22 лет Азалия одержала уверенную победу над Екатериной Сорокиной из Латвии. Башкирская спортсменка добавила еще одну награду в свою и без того богатую коллекцию. В целом я довольна своим выступлением, провела 2 неплохих боя, были хорошие соперницы. Сам Ереван безумно понравился, очень приветливые люди, очень вкусная еда, красивые достопримечательности. В общем, от этих соревнований одни положительные эмоции. Теперь у юной чемпионки новая цель – победить на домашнем ринге. Чемпионат России уже через пару недель пройдет в столице Башкортостана, и Азалия готовится к нему с особым настроем. 27 ноября во Дворце борьбы соберутся 180 сильнейших спортсменок страны. Представлять республику на домашнем ринге будет сильная команда. Нашу сборную представляет 8 спортсменов. Из них 2 мастера спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта России, 1 мастер спорта России и 4 кандидата в мастера спорта. Я думаю, состав у нас
в этом году лучше, нежели был в 2023 году. В 2023 году на домашнем чемпионате России в Уфе Башкортостан занял 6-е общекомандное место. В этот раз есть обоснованные надежды на то, что этот результат удастся улучшить. Чемпионат России – ключевой старт сезона, победа в котором открывает дорогу в сборную страны и на международные турниры. Азалия Аминева уже выигрывала чемпионат России в Уфе. Теперь ей необходимо повторить успех двухлетней давности. Сейчас денечек отосплюсь, восстановлюсь и начинаем тренироваться, уже готовиться к чемпионату России. Также будут хорошие тренировки, плодотворные. Башкирская спортсменка Азалия Аминева уже доказала, что может побеждать сильнейших соперниц в Европе. Теперь ее цель — подтвердить свой уровень на российской арене. И нет сомнений, что в родных стенах ее ждет новое яркое выступление. Артем Кочешев, Шамиль Каримов. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. До свидания.